Добрый вечер, Айдар. Ну что, начитались статей все, вот сидим тут в студии с Виктором Майстренко и с Ильей Пономарем, который нас покинул безвременно, в хорошем смысле этого слова. Вот. Что ты скажешь? Ты много в Фейсбуке отреагировал на эту программную статью кремлевского идеолога. Поделись, пожалуйста, с зрителями телеканала АТР, как нам все это понимать и к чему это все ведет. Да, вот как бы это интересная очень статья, она даже не сама по себе интересная, там мыслей-то, в общем, особых нет. Такой фактически небольшая фашистская декларация, да, а интересно нет, есть более такие фундаментальные работы авторов фашистских, чем эта маленькая статья, по большому счету. Интересно это тем, что она отражает как бы противостояние двух типов российских чиновников, двух типов приближенных к Путину. Первый тип — это те люди, которые пытаются как-то припудрить вот это свиное мурло российской власти, диктаторской, экспансионистской, агрессивной, представить его каким-то псевдодемократическим, каким-то, может быть, даже каким-то чуть ли не миролюбивым и так далее, и так далее. А есть вторая часть, которая сейчас, видимо, будет чем дальше, тем больше преобладать в российском руководстве. Второе направление, которое сейчас представляет Сурков, который выразил в своей статье явно, чего они хотят. Они пишут: а чего нам стесняться? Да, мы диктаторский, фашистский режим, да, мы ведем информационную гибридную войну против всего мира, и стесняться нам нечего, и все как бы люди, да, более того, нам не то, что стесняться нечего, а западные общества, западные люди, европейцы даже будут на нас молиться, потому что мы отличаемся от них, потому что их там, не будем выражаться, какая демократия, да, и уже всем надоело. А мы вот со своим фашизмом, со своей диктатурой, мы будем такой привлекательной реальной альтернативой. И я думаю, что вот эта линия, она может вообще побеждать. Сурков как бы человек хитрый, и не зря он так откровенно выступает, не зря он так, можно сказать, дерзит, да. Я думаю, что он ожидает, что это будет одобрено на самом верху, прежде всего Путину. У Суркова же как бы своя личная карьерная история. По слухам, он подсиживает сейчас Кириенко, который как раз относится к припудривателям свиного мурла российского режима. И он, видимо, почувствовал, что теперь будут востребованы не вот эти хитромудрые мальчики-знайки Кириенки, а вот такие вот, можно сказать, агрессивные хамы, которые будут напрямую говорить: да, Путин у нас фактически царь, верховный правитель, и больше нам никто не нужен, царь народу, царю народ, это ясно как кровь и пот, да, и не нужны нам никакие эти демократии, демократические какие-то фиговые листки, и скрывать нам нечего. Будем строить у себя фашизм и распространять его по всему миру. И там есть как бы и другие слова о том, что Россия стала, значит, такой же исторической Россией, стала объединяться и стала, значит, собирать земли. То есть чьи земли? Чужие земли собирать. И, видимо, они продолжают дальше собирать, в кавычках, чужие земли, да, то есть отбирать, отгрызать куски от своих соседей и других стран. То есть это теперь политика может стать уже как бы не камуфлированной, а прямой и реальной, судя по этой статье, которую Сурков опубликовал, не стесняясь, а власти ее не опровергли, Песков, наоборот, достаточно комплиментарно ее, по крайней мере, без критики, откомментирует. Так что вот ждем таких перемен.